Артур, расскажи, пожалуйста, вот ты уже второй день принимаешь участие со своими учениками в конкурсе республиканском участии. Насколько сегодня значимо для нашей республики проводить такого рода мероприятия? Ну, во-первых, огромное спасибо всем организаторам и вам. Огромное спасибо, кто вообще проявил инициативу организовать такой конкурс. В первую очередь этот конкурс приобщает юные таланты разных, имеется в виду творческих объединений домов культуры, также и профессиональных направлений, как музыкальные школы, студии, где сегодня занимаются преподавателями наши дети. Такие подобные конкурсы прежде всего приобщают, как я уже ранее сказал, к творчеству, к развитию творческого потенциала. Это очень важно, потому что когда ребенок растет, ребенок развивается, и то, что мы закладываем в него фундамент, тот и формирует в нем личность. Сегодня судить строго детей нельзя, потому что это дети, но все-таки у вас объективное жюри. Огромное спасибо, что сегодня в жюри есть такая прекрасная певица, талантливый педагог и вообще сам человек Марьяна Ольгова. Сегодня, как третий день, мы отбираем наших участников в конкурсе «Молодые голоса Ингушетии». Наш конкурс сегодня проходит в ДК Сунжи, и с членом жюри будем отбирать наших участников. Роза, я передаю тебе слово. Что ты можешь сказать? Ну, я могу сказать, что первые 2 дня мне не удалось присутствовать на прослушиваниях, но сегодня я здесь, с удовольствием послушаю наших детишек. Надеюсь, что будут очень талантливые, яркие звездочки, которые в будущем будут прославлять нашу республику. Как ты будешь их оценивать сегодня? Строго. Строго? Любя, но строго. Марьям, что ты можешь сказать? Вот сегодня я вижу очень много участников у нас тут. Вчера было больше. Вчера было больше? Конечно. Мне кажется, и сегодня много их. И мне это радует. Благо, что их много. Да. Мы очень рады этому. Поэтому желаем только удачи и успехов всем. Всех приветствую, дорогие наши участники. Я надеюсь, что вы покажете себя с хорошей стороны, вы покажете свою харизму, свой голос, а наше жюри будет оценивать. Сегодня членом жюри является солистка Центра театра, кино, креативных индустрий города Магаса Марьям Олегова. Ваши аплодисменты давайте поддержим. Заслуженная артистка Республики Ингушетия, солистка театра, кино и креативных индустрий города Магаса Роза Якажева. Ваши аплодисменты. Мне приятно видеть в этом зале столько молодых ребят. Я очень надеюсь, что сегодня мы услышим молодых звездочек, которые в будущем будут представлять нашу республику. Я вам желаю удачи, не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну и первая наша участница Фурова Луиза, город Карабулак. Привет, Луиза, сколько тебе лет? Мне 13 лет. Давно занимаешься вокалом? С Артуром Крабом я занимаюсь уже примерно 2 года, а так с 5 лет. Ну, слышно, что занимается вокалом, такие красивые, плотные низы, были интонированы красиво очень. Мурашки — признак того, что понравилось. Ты молодец. Спасибо. Ты прелесть. Сколько тебе лет? 9. Хочешь связать свою жизнь с музыкой? Да. Я тебе желаю удачи в этом.
Ты прелесть. Спасибо тебе за предоставленное удовольствие. Спасибо, что выбрала такую песню приятную. Мы получили огромное удовольствие. Я думаю, что тебя ждет большое будущее. Сети войны набивались стеклушки открытые. Дети войны хоронили игрушки разбитые. Никогда не забыть снова крошки гнева на белом снегу, крошки гнева на белом снегу. Вихрем огненный, черный ворон налетела нежданно беда, разбросала нас во все стороны, сердцем нас разлучит навсегда. Сети войны в городках, деревеньках приветчивых Хотя сколько тебе? 20. нас поют гореву. Ну, мы с Фатимой знакомы. Мне всегда нравилось, как ты поешь, ты это знаешь. Дальше тебе спасибо, что пришла. Волнение было или ты же не первый раз принимаешь участие? Да, я не первый раз принимаю участие. Это, можно сказать, 100-й конкурс в моей жизни. Но перед каждым конкурсом, конечно, я всегда переживаю, хорошо ли я спою, нормально ли у меня получится преподнести песню, которую я готовила для этого конкурса. Но мне кажется, я спела достойно. Желаю всем участникам, чтобы не расстраивались, чтобы шли прямо и смело к поставленной цели. Желаю удачи всем, мира, процветания, добра. Я Дахильгова Тамара Султановна, руководитель хора города Карбулак, гимназии номер 1. Сегодня мы приехали сюда, в город Сунжа, чтобы представить наш хор для общего внимания. Мы исполним произведение «Огонек добра» и «Мастер дела своего». Как хорошо, что ты смешной и дружен, как хорошо, что ты в душе однажды зажег веселый огонек добра, чтоб каждый, абсолютно каждый, чтоб каждый, абсолютно каждый, чтоб каждый, абсолютно каждый согреться мог у этого костра. Мальчик смугленький посередине, просто настроение такое поднял. Ты потрясающий, такой харизматичный. Глаза играли, лицо тоже. Ты просто потрясающий. И хочу отметить солистку. Такой красивый, классический, чистый голос. Мне все было настолько, ну, честно, идеально, вот на мой взгляд. Надеюсь, ты будешь участвовать как солистка. Было очень чистенько. Прям вот такой добрый, такой советский, такой красивый. Спасибо вам, мы все прекрасны. Есть городок на огромной планете, ночью над речкой 4 огня. Это отсюда давно на рассвете, ты проводила дорогу меня. Вижу тебя, побледневшей строгой, скромные руки и белый платок.
Аминат, да? Амина можно? Да, Сколько лет? 17. Я считаю, что эта песня не твоя. Но голос у тебя большой, красивый. Тебе его нужно развивать. Обязательно, не оставляй это. Врачом хочешь быть? Как стабильно все. Или экономистом. Педагогом? А что хочешь преподавать? Нет. Ингушский язык наш народный. А ты представляешь, как здорово, если ты на ингушском языке, очень грамотном ингушском языке будешь петь? Ведь с музыкой слова, они все-таки быстрее попадают в сердца людей. Да, ну, если честно, я даже на ингушском лучше пою, мне даже легче. Это пой на ингушском. Только не лезгинку. Эта песня, конечно, твоя. Мне очень понравилась. Хотелось бы, конечно, чтобы ты занималась этим на профессиональном уровне. Наша дружба, как маленький остров, где светло и весна бесконечна. Кто сказал, что друзей найти просто, но уж если найдешь, то навечно. И когда мне становится грустно, улыбнусь, прочитав ваши письма. Без друзей в мире было бы пусто. Вы сегодня принимаете участие в конкурсе. Да, верно. А как вы узнали, что проходит конкурс? Мой классный руководитель мне сказал, что я буду участвовать. Что вы будете петь сегодня? Я буду петь песню о дружбе. А я о том, что надо быть сильнее. А есть волнение перед выходом на сцену? Немного, не сильно. Хочу, чтобы, конечно, есть. Я очень хочу, конечно, держать победу, но только чтобы свою школу прославить, так сказать. Как будешь удивлять жюри? Голос, харизма, внешность и все. Я пожелаю удачи, конечно, но лицемерить не буду, я хочу выиграть. Я тоже желаю всем удачи, не волноваться. Все впереди. Стала сильнее, я пускаю страх и боль. Победа, победа, целый мир сегодня мой. Снова шанс, чтоб зацепиться за мечту. Стала сильнее, забираю высоту. Гапур, ты сегодня выходил на сцену с музыкальным инструментом дахчемпандр. Как давно ты играешь на нем? Я играю на дахчемпандре уже 2 года. А кто ты является твоим учителем? Аздаю Башир. А что тебя заинтересовало именно как тебя привлек? Это наш исконно ингушский инструмент. Я захотел продолжить путь своих предков. Ты понимаешь, что это большая ответственность, потому что ты из нашего юных поколения являешься единственным представителем, который играет на этом инструменте. Да. Вот как призвать можно своих же ровесников? Ну, своей мелодией. Тяжело было сегодня выступать перед жюри? Да, чуть-чуть было. Тяжело было. Волнение было? Да, маленькое волнение было. Ну, как ты настроился тогда? Ну, я уже не первый раз выступаю. Как-то смог выступить. Ты сегодня был единственным представителем, который играет на музыкальных инструментах. Как ты думаешь, у тебя шансы большие, чтобы выиграть этот конкурс? Да, я думаю, да. Ну давай тогда что-нибудь сыграем сейчас? Да, Лор Солида могу сыграть.
Ты умничка. Тебе нравится заниматься музыкой? Да. Планируешь заниматься в дальнейшем этим? Да. Да? Ну, я тебе желаю удачи. Не оставляй ни в коем случае. Ты прекрасен. Спасибо. Адам, с какой песней ты выходил сегодня на сцену? «Голубой вагон», «Если с другом ушел в путь». А ты давно поешь? Да. Тебе нравится петь? Да. Волнение перед жюри было? Ты им понравился? Да. Ты прошел следующий этап? Да. Какую песню будешь петь в следующий раз? «Чунга-чанга». Чунга-чанга? Сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Сколько тебе лет? 10. 10 лет? Все так аккуратно, грамотно, красиво. Спасибо тебе за предоставленное удовольствие. Милые, добрые взрослые, отмените войну, а я разноцветными звездами покажет для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Ты такая нежная, от тебя такой доброй энергетикой веет, такая красивая, милая, так чисто, грамотно, аккуратно все спела. Спасибо тебе большое. С какой песней сегодня выходила на сцену? «Дорогой добра». А ты? «Отмените войну». Тяжело было перед жюри стоять и выступать? Нет, Волнение было? немножко. А у тебя? У меня не было волнения. Не было? А с какой песней на следующий раз выйдешь к нам на сцену? Детство. Детство? Да. Давай немножко споешь. Сейчас? Да, акапелла. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигралась я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой. Сегодня замечательные просто участники. На самом деле я не ожидала, что будет такой результат. У нас не осталось просто ни одного ребенка за бортом, потому что все вышедшие на сцену были очень способные, талантливые и, в принципе, показали прям очень хорошие результаты. Было приятно находиться здесь, и это воодушевляет. А есть свои фавориты уже? Есть, конечно, но я об этом говорить не буду, я оставлю это при себе. Вот как настроиться ребятам, что ты можешь как эксперт, как музыкант, как заслуженный работник культуры Республики Ингушетия? Какие-то пожелания детям настроиться на следующий конкурс? Ну, в настройке, конечно же, 99% влияет их подготовка. То есть, если они будут готовы, и не на 100%, как правило, когда ты выходишь на сцену, нужно готовым быть на 200%, потому что всякое бывает. Ну и, конечно, чтобы ребенок рос в теплой обстановке любви, чтобы родители говорили о том, какой он талантливый, какой он замечательный. Мы, в свою очередь, сегодня тоже им признались в своей любви, сказали, какие они хорошенькие и замечательные. И вот если будет такая теплая атмосфера, благоприятная для выступлений, то, в принципе, ничего уже не потребуется. Сегодня у нас был представитель, молодой парнишка, который продолжает играть на дахчампандре, единственный да, очень молодое поколение, было которое слышать. продолжает. Да, вот что ты можешь ему тогда сказать? Потому что он был единственный, как его оценивать сейчас, это очень сложно. А я ему лично сказала, и мне кажется, и я, наверное, не ошибаюсь, что в любом случае он выделится в конкурсе, потому что это традиции, это наше родное, и все-таки инструменталистов, исполнителей у нас практически нету. Понятное дело, что он, можно сказать, уже победитель в этой республике. И он признался, что собирается продолжать, и ему нравится это дело. Это самое главное. Я думаю, что мы его еще увидим не в одном конкурсе, мы его увидим еще на больших сценах. Мы сейчас озвучим имена тех, которые проходят. Наверное, мы не будем озвучивать имена, потому что, в принципе, все были крутые, правда. Все проходят. Ой, могли бы интригу сохранить? Да не хотелось. Может, позавчера интригу... У нас была интрига вчера была, сегодня решили без интриг. В общем, всех поздравляю. Все проходят.
Еще хочу сказать о том, что пока есть вы, все присутствующие, пока есть мы, у нашей республики, у нашей нации есть будущее. Спасибо, что нашли смелость прийти и поучаствовать, проявить себя. Спасибо вам огромное.